Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». Да, друзья, мы в новой студии сегодня и в программе с новым названием. И наш первый гость в новой студии – кавалер ордена Кадырова, помощник главы Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. 7 региона. Вот об этом сегодня и постараемся поговорить. Машу, давненько мы с вами, Ахмед Махмудович, не встречались, не говорили. Пришло время. Не приглашаете? Приглашаем. И вы здесь. Итак, медиапространство Чеченской Республики. Итоги и перспективы. Они какие? Приветствую всех телезрителей. В первую очередь хочу поздравить руководство ВГТРК в лице Олега Борисовича с открытием новой студии в данном филиале. Поздравить руководителя ГТРК «Войнах» Рузану Веселаеву, весь коллектив телеканала «Войнах» с открытием этой новой красивой студии и поблагодарить руководство телеканала «Войнах» в лице Рузаны Веселаевой, поблагодарить вас всех за такие новые подходы, новые идеи в работе, за креативность, за то, что вы в авангарде внедрения таких вот новых площадок, новых инструментов среди всех субъектов Российской Федерации. Поздравляю. Спасибо. Кроме того, с самого начала хочу отметить, что вся работа, все успехи, все достижения журналистского сообщества, нашего министерства, они стали возможны только благодаря пути нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Все успехи, о которых мы будем говорить в дальнейшем в рамках данной передачи, они стали возможны только благодаря всесторонней помощи и поддержке со стороны главы республики, героя России Рамзана Ахмадовича Кадырова и помощи от регионального общественного фонда имени Ахмада Хаджи Кадырова во главе с Аймой Анисьевной. Поэтому от всего нашего журналистского сообщества, всех наших коллективов мы благодарим Рамзана Ахмадовича за то, что создает нам такие возможности, создает такую инфраструктуру, чтобы мы могли развиваться, достигать такие высоты в своей работе. Поскольку мы сегодня будем говорить о медиа, об информационной политике, я счел возможным взять с собой, чтобы продемонстрировать и вам, Ламел, и нашим телезрителям один из исторических документов, подписанных нашим первым президентом Ахмадом Хаджи Кадыровым. Это распоряжение Ахмада Хаджи Кадырова о создании Министерства печати и информации и средств массовых коммуникаций Чеченской Республики в 2000 году. 23 августа, в день своего рождения, в 2000 году, Ахмад Хаджи Кадыров подписывает это распоряжение в целях формирования и развития единого информационного пространства Чеченской Республики, также налаживания совершенства управления в области средств массовой информации, образовать Министерство печати, информации и средств массовых коммуникаций Чеченской Республики. Вот такой исторический документ. Соответственно, да, в текущем году исполняется 25 лет нашим медиа. Я хочу здесь обратить внимание, что документ подписан в 2000 году. Мы помним 2000 год, мы помним, в какой ситуации, в каких условиях, кризисных условиях находилась республика. И при всем этом мы понимаем, что Ахмад Хаджи Кадыров, он смотрел далеко. Он закладывал прочный фундамент, закладывал нормативно-правовую базу, создавал такие органы исполнительной власти. То есть человек мыслил очень глубоко, он смотрел на перспективу и вот так вот создал для нас вот эту платформу, отталкиваясь от которой мы сегодня можем развиваться, работать, транслировать информацию нашим телезрителям. Если говорить о сегодняшних медиа республики, мы с гордостью можем заявить, что наши коллеги, наши СМИ, они сегодня развиваются, выполняют свои функции на самом высоком уровне. Сегодняшние вызовы, которые стоят перед республикой, перед страной, они нас вынуждают внедрять различные инновации, осваивать новые механизмы работы, приемы подачи информации, находить какие-то креативные решения.
век информационных войн, информационных технологий. Это все нас заставляет группироваться, прилагать все усилия. И хвала Всевышнему, благодаря главе республики, наши коллеги, наши СМИ, они выполняют эти задачи на высоком уровне. Мы понимаем, какие объемы информации сегодня мы имеем. Мы живем в среде, когда любой желающий, он имеет бесконечное количество источников информации. Мы живем, когда такое понятие, как информационная гигиена, становится все более актуальным, избирательность в выборе информации, источников информации. И вот этот вот контекст всех вот этих вызовов, они нас вынуждают развиваться быстро, внедрять, как мы отметили, новые методы, подходы в работе. И опять же, к большому счастью, благодаря профессионализму, патриотизму наших коллективов журналистского сообщества, мы с этой задачей справляемся. Для того, чтобы справляться со всеми поставленными задачами, нам необходимо, глава республики перед нами ставит такую задачу, любить свою родину, любить свою республику, свой народ, любить свою религию, традиции, быть в твердой гражданской позиции, патриотично настроенным. И все это, конечно, в итоге нам позволит и в перспективе достигать еще большие задачи. Медиа, они развиваются. Мы сегодня не отстаем от наших коллег, и во многом мы превосходим, мы идем впереди, у нас перенимают опыт. Собственно говоря, как пример можем сказать про эту студию. Только что руководитель филиала Рузана Веселаева рассказывала, что приезжали коллеги из разных субъектов, планируют еще другие представители филиалов, чтобы перенять опыт. Мы гордимся и благодарим весь наш коллектив, всех наших информационщиков за то, что они вот так вот активно, уверенно двигаются вперед. Но потенциал есть всегда, расти есть куда, развитию нет предела. Так что задачи еще большие, амбициозные перед нашими коллегами, и нет никаких сомнений, что с такой поддержкой коллеги, журналисты республики, руководство медиа, они справятся и вот с такими вызовами, с решением любых задач. Я вот вас слушаю, что даже перебивать неохота. Вот все в тему. И все-таки вы как министр довольны информационной составляющей чеченской прессы и работой СМИ в целом? А если я так спрошу? Давайте тогда вот так порассуждаем о некоторых вызовах, угрозах, которые стоят перед нашей республикой. Давайте. И это нам покажет, насколько эффективно мы справляемся. И, соответственно, довольны ли мы деятельностью наших медиа. Но, во-первых, мы прекрасно видим, наблюдаем, какие попытки предпринимаются, чтобы манипулировать общественным мнением. Чеченская республика, она всегда в фокусе вот этих вот различных либеральных, околожурналистских кругов. И всегда вот предпринимаются попытки, чтобы сформировать ложное общественное мнение, которое бы отвечало вот требованиям, интересам вот этих вот инициаторов, этих бросов. То есть постоянные попытки манипуляций. Тем не менее, благодаря, в частности, нашим СМИ, мы видим, что жители республики, они не подвержены этим манипуляциям. Они не подвержены. Это мы видим и в разрезе специальной военной операции, когда еженедельно из Чеченской республики отправляется большое количество добровольцев принять участие. Это означает, что люди, наши жители, они понимают цели, задачи специальной военной операции. Здесь мы тоже предостерегли наше общество от этого внешнего влияния. Мы видим, что нет никаких конфликтных инцидентов, в том числе на почве межнациональной, межрелигиозной розни. Нет никаких конфликтных ситуаций. Регион занимает первое место и по уровню безопасности. Все это в том числе и в большинстве своем, можно сказать, происходит благодаря активной деятельности наших медиа. Благодаря тому, что мы качественно, объективно и оперативно, что немаловажно, доводим до людей, транслируем людям, и в том числе посредством интернет-платформ, интернет-ресурсов, посредством наших телеканалов, печатников, доводим объективную информацию. Мы не даем людей вводить в заблуждение. Мы распространяем правдивую информацию. Это и благородная задача, с которой справляются наши коллеги. И это нам говорит о том, что медиа выполняют свою работу, поставленные задачи, чем мы, собственно говоря, и не можем быть недовольны. Но, как мы отметили,
есть куда развиваться, есть потенциал, и мы как бы не останавливаемся на достигнутом. Министр доволен, вот кратко. Доволен. Это приятно слышать. Вы меня простите, Ахмед, 4 года на передовой информации. Оценка, реформы и личный опыт. Смотрите, в 2020 году вы возглавили министерство, ответственное за очень важные сферы нашего общества, нашего региона. И тут вопрос. Оправдали ли себя реформы СМИ и министерства? Ваше мнение? Я считаю, что оправдали и оправдывают по сей день. Кроме того, здесь большое значение последний год, предыдущий год для нас большое значение имеют внедрение различных инструментов искусственного интеллекта, что, безусловно, повышает эффективность нашей работы, что позволяет нам оптимизировать где-то ресурсы, фокусировать эти ресурсы на другие задачи. Такие реформы, они необходимы, поскольку мы живем в таком мире, в такое время, когда все быстро меняется, очень быстро все меняется, преобразовывается, другие формы, другие подходы, другие механизмы. Как мы отметили, это нас вынуждает подстраиваться, как говорится, идти в ногу со временем, постоянно проводить какие-то реформы. И тем более в нашей сфере, в информационной сфере, любые приемы работы, механизмы, они теряют свою актуальность с течением времени, очень быстро теряют. И коллеги, они подстраиваются под новую систему координат, можно сказать, выполняют задачи креативно, уверенно, эффективно. И реформы, уже произведенные, да, они оправдывают наши задачи, ожидания. Они оправдывают кредит доверия главы республики к нам, но эта задача, она не считается полностью выполненной. Эта задача, она требует продолжения постоянных реформ, постоянных изменений. И здесь, как мы отметили, ключевая роль, опять же, это поддержка Рамзана Ахматовича. Ни для кого не секрет, в Чеченской Республике, среди органов исполнительной власти все видят, понимают, чувствуют вот это вот такое отдельное, уважительное, доверительное отношение главы республики к нам. Мы всегда можем обращаться к Рамзану Ахматовичу за поддержкой, за советом, за содействием. И вот, пользуясь вот этим вот ресурсом административным, у нас получается внедрять все необходимые новые инструменты, то есть проводить какие-то реформы. Прямой эфир главы Чеченской Республики. Диалог с народом, проверенный временем. И это не пафос, это факт. Вы знаете, о чем я говорю. Но и все-таки вопрос у меня вот такой. В чем секрет актуальности и уникальности этого формата общения? Единственного я добавлю в своем роде на территории нашей страны, можно сказать. Общение главы республики с аудиторией, да? Да. Но здесь, опять же, хочу отметить, вернуться к тому аспекту, что, да, много информации в открытом доступе, в частности, в интернет-пространстве, большое количество источников информации. И эти обстоятельства, они нас вынуждают налаживать качественную обратную связь с жителями республики. Связь между властью и обществом, скажем так. И отвечая на вот эти вызовы, Рамзан Ахматович Кадыров, он поддерживает вот эту обратную связь, вот этот мостик с жителями республики. Он постоянно находит время, как вы отметили, и для прямого эфира, в рамках которого, кстати, да, как мы видим, мы получаем многие тысячи вопросов от жителей республики. Это говорит про актуальность и востребованность данного формата. Кроме того, хочу отметить в данном контексте, что любой прямой эфир главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова – это большой фронт работы наших коллег, журналистов, представителей всех средств массовой информации. Мы проводим колоссальную работу, анализ, мы собираем все волнующие население вопросы, чаяния, просьбы, проблемы, как правило, в первую очередь. Общаемся с большим количеством наших получателей информации, отбираем из этого большое количество вопросов, анонсируем. То есть здесь в эту работу у нас бывают вовлечены практически все коллективы.
Это огромный фронт работы. Зрители, они видят на выходе прямой эфир, а предшествует этому колоссальная работа, деятельность наших коллег, с которой они, кстати говоря, справляются отлично. Ну и Рамзан Амаевич Кадыров, как самый эффективный по официальному рейтингу, эффективный глава региона, самый цитируемый, популярный в информационной среде, в информационном пространстве глава республики на протяжении уже многих лет. Конечно, он приковывает большое внимание. К прямой линии Рамзана Амаевича Кадырова всегда приковано такое внимание не только региональных СМИ и жителей нашей республики, и не только российских СМИ. Те заявления, тезисы, которые озвучивает Рамзан Амаевич во время своего прямого эфира, их всегда берут, как говорится, цитируют многие международные СМИ, российские СМИ. Ну а жители республики, они обращаются уверенно, кстати, со своими проблемами из разных наших муниципальных районов, из представителей различных слоев общества, интеллигенция, научные, экспертные круги, просто жители республики, студенты. Мы пытаемся охватить все категории населения, и они в это время, как мы видим, наблюдаем, они все бывают прикованы к телевизору. Мы транслируем прямую линию не только в эфире, и в радио, и на различных интернет-ресурсах. Эти платформы, они нам позволяют вести прямой эфир. Практически на всех вот этих вот платформах, телеэфире, радиоэфире мы транслируем прямую линию, и жители республики, они получают ответы на свои вопросы. Понятно, что не все присланные сообщения, видео, аудио от жителей республики, мы не можем всех их вместить, значит, в этот отрезок времени. По итогу каждой прямой линии главой республики по его поручению создается специальная комиссия под руководством администрации главы и правительства. Создается комиссия, которая в последующем рассматривает каждый из поступивших вопросов. И таким образом многие жители республики, они получают решение своих проблем, ответы на свои какие-то интересующие вопросы, чаяния. Это очень необходимый формат, как мы отметили. Это прямая связь, обратная связь с жителями республики. Это нам позволяет снимать различные попытки манипуляции, о которых мы говорили. Когда власть напрямую общается с населением, это нам помогает, значит, снимать где-то градус напряжения, снимать где-то, как мы отметили, попытки вводить людей в заблуждение. Это необходимый формат, и, к большому счастью, Рамзан Амаевич Кадыров, он прекрасно проводит эти прямые линии. Кстати говоря, перед этим прямым эфиром Рамзан Амаевич тоже готовится. Практически все правительство, все члены правительства, администрация главы правительства, они тоже готовятся. Где-то здесь чувствуется и волнение у руководителей различных ведомств, поскольку никто не знает, какие вопросы мы будем озвучивать в прямом эфире для главы республики. Это их где-то заставляет, да, как мы отметили, держаться в тонусе, скажем так. Это тоже нас устраивает, нас радует. И Рамзан Амаевич, он готовится заранее. Но в то же время надо отметить, он всегда в материале, как говорится, он всегда владеет ситуацией изнутри, поэтому ему легко даются вот эти прямые эфиры. Ну а различные цитаты, тезисы, заявления, резонансные заявления от главы республики, они всегда обеспечены. Любое интервью Рамзана Амаевича Кадырова, он всегда из-за своей этой неординарности, можно сказать, уникальности, он дает такую пищу, информацию для последующих резонансов по многим направлениям. То есть на таком высоком уровне всегда проходит прямая линия главы республики. Прямые эфиры на ЧГТРК Грозный. Ахмед. Информационно-публицистические программы на телеканале «Войнах». И духовные откровения на ТРК «Путь». Какую роль они играют в формировании общественного мнения? Вот насколько они важны и актуальны? Все три телеканала, о которых вы сказали, Ломен, они в больших объемах выпускают качественный, востребованный контент, который отвечает интересам, как мы отметили, всех групп населения. Молодых, пожилых, студентов, различных экспертов, молодежи. Одним словом, этот контент, он 100% востребован. Мы это видим, поскольку мы
тоже поддерживаем обратную связь, мы общаемся с получателями информации, мы всегда вносим коррективы в нашу деятельность, отталкиваясь от запросов и пожеланий. Соответственно, получателей информации, мы работаем для них. Контент востребован и играет непосредственно значимую роль в решении тех задач, о которых мы говорили, таких задач, как внешние попытки разжечь какие-то конфликтные ситуации в республике. Кроме того, вы отметили прямые эфиры на ЧГТРК Грозный. Это формат, который инициирован Рамзаном Абовичем. С 2019 года в рамках прямого эфира на ЧГТРК Грозный мы провели 228 прямых эфиров. Это непосредственно руководители районов, ведомств, комитетов, теруправлений, министерств. Ни разу за эти, получается, 6 лет почти у нас в прямом эфире не присутствовал заместитель того или иного ведомства. То есть это формат исключительно для руководителей. Здесь надо отметить, опять же, работу большой группы, большой фракции наших сотрудников на ЧГТРК, и не только, кстати говоря, ЧГТРК, которые проводят предварительную работу. Каждый прямой эфир из этих 228 линий – это большой объем работы, над которым работают и режиссеры, и звуковики, и операторы, техники, журналисты, творческий состав. Проводят заранее мониторинг, анализ, выезжают в различные точки республики, собирают вопросы, мониторят, по следам прямого эфира мониторят исполнение или неисполнение различных просьб жителей республики. Это вот четкая, не имеющая аналогов в России, обратная связь всех руководителей. Мы без фильтрации, без какой-либо предварительного отбора пускаем в эфир, прямые звонки поступают в прямой эфир. То есть это своего рода руководители, они держат ответ перед населением. Любые острые вопросы. Здесь я всегда отмечаю, нас радует, что жители республики, они открыто и уверенно озвучивают критику. Они озвучивают свои замечания по тем или иным сферам деятельности, значит, ведомств. Это хорошо, что жители республики, они себя спокойно чувствуют и озвучивают свои вопросы. В рамках этих 228 прямых линий к нам поступило около 18,5 тысяч вопросов и сообщений от жителей республики, из которых более 10 тысяч вопросов, они уже решены. Это в то же время большой фронт работы для руководителей. То есть они обязаны рассматривать, опять же действует комиссия, мы проверяем, насколько эффективно была осуществлена обратная связь с человеком, который прислал вопрос. Причем мы мониторим и проверяем это прямо на детальном, на молекулярном, как говорится, уровне. То есть если, условно говоря, к руководителю ведомства района поступило около 200 вопросов, после прямого эфира, по истечению 1 месяца, если я не ошибаюсь, мы обзваниваем всех вот этих вот отправителей сообщений и интересуемся у них, довольны ли они качеством обратной связи, отреагировали на их просьбы, пожелания, может, разъяснили ли где-то им по факту их отправленного вопроса. Мы проверяем прям и ведем рейтинг эффективности в плане реализации информационной политики всех руководителей. И этот формат, как мы отметили, мы гордимся этим форматом, нет аналогов, суперэффективен, необходим. И опять же, это вот прямая связь с населением. Кроме того, что все руководители, они представлены в социальных сетях, ведут свои телеграм-каналы, всегда таким образом на обратной связи с населением. Но прямой эфир – это все равно важный для нас актуальный формат, где мы вот напрямую, как мы отметили, без фильтрации даем жителям общаться с руководителями разных уровней. Смотрите, министр на передовой специальной военной операции. Почему, несмотря на бремя руководства, скажу так, да, средствами массовой информации республики, вы часто бываете на фронтах специальной военной операции. Вот что вас туда зовет? В самое пекло, я скажу так, просто событий. Вот зачем вам все это нужно? Вот, казалось бы, можете сидеть в кабинете, управлять семьей, давать указания, но вы там.
Часто. Зачем? Почему? Наши подходы к деятельности, они всегда диктуются установками, акцентами главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Я бы не сказал, что это что-то необычное, то, что я периодически выезжаю туда, поскольку многие наши коллеги, члены правительства, они периодически находятся в зоне специальной военной операции. Мы понимаем вовлеченность Рамзана Ахматовича Кадырова в достижение целей и задач специальной военной операции. Соответственно, равно вовлеченность всей команды нашего первого президента. Сегодня участие всех членов нашей команды так или иначе в специальной военной операции является своего рода индикатором эффективности перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, поскольку внимание сфокусировано огромное. Рамзан Ахматович Кадыров прикладывает большие усилия. Под его руководством из республики, опять же, более 50 тысяч добровольцев отправились в зону СВО. Это десятки тысяч тонн гуманитарного груза. Это десятки миллиардов рублей небюджетных, потраченных на нужды СВО Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Это все, как я отметил, нам диктуют, значит, приоритеты в нашей работе. И, соответственно, представители, допустим, духовного управления мусульман на передовой читают проповеди. Представители Министерства культуры на передовой выступают для наших бойцов. Представители Министерства здравоохранения, они развернули целые госпиталя там, оказывают медицинские услуги. Представители нашего министерства, информационной группы, они с начала СВО, ребята, освещают ход событий на передовой, отправляют нам качественный контент. Хочу отметить их работу. Ребята годами находятся в условиях СВО. Никто не жалуется, никто не говорит, что устал, что хотел бы приехать. Нам периодически приходится заставлять их, чтобы они менялись на передовой. Коллеги наши, кого мы, можно сказать, не особо замечали здесь, в республике, они раскрываются там по-новому. Они раскрывают новые качества свои, профессиональные качества. Кого-то у нас даже переманивают, но в хорошем смысле этого слова, на уровне руководства ВГТРК Олега Борисовича, его заместителей, вышли на нас, попросили одного из наших коллег, Ибрагима Сугаипова, нашего военного корреспондента, попросили его, чтобы мы его делегировали для работы, для создания филиала в Луганской Народной Республике, где он сегодня выполняет функции заместителя руководителя филиала. То есть такие случаи тоже бывают. И, конечно, всегда контактировать с ребятами, с журналистами, которые находятся там, да и не только с журналистами, с командирами подразделений, с рядовыми бойцами, всегда контактировать с ними и не выезжать на передовую, как-то совесть тоже не позволяет. Это полезно. Выехать туда, посмотреть, в каких условиях они выполняют боевые задачи. Полезно еще в том плане, чтобы увидеть воочию последствия нацистской деятельности киевского режима. И, исходя из всего этого, уже формировать свои какие-то новые подходы, создавать какие-то рубрики, создавать какие-то условия, платформы здесь на уровне республики для дальнейшего освещения специальной военной операции. Это одно из ключевых направлений для наших медиа. С самого начала специальной военной операции, я бы сказал, в шкале приоритетов занимает первое место освещение хода СВО среди всех средств массовой информации. По всем актуальным направлениям мы определяем наши медиа для того, чтобы зрители понимали. В конце каждого года мы определяем приоритетные направления на следующий год. По каждому из этих направлений разрабатывается, формируется медиаплан, назначаются ответственные люди. И, соответственно, эти направления ежегодно меняются. То есть в текущем году, как мы знаем, Рамзан Ахматович объявил год города Грозного и нового района. Соответственно, автоматически это направление становится одним из ключевых для нашего журналистского сообщества. Тем не менее, мы, мониторя деятельности Рамзана Ахматовича и мониторя угрозы, которые возникают, каждый год определяем ключевые направления для наших медиа, и, как мы отметили, ответственные люди, они фокусируют где-то, можно сказать, больше ресурсов на эти направления. И вот в данном контексте СВО всегда для нас в приоритете с самого начала. И как освещать, работать в данном направлении, периодически туда не выезжая, ну, как минимум, будет сложно.
Поэтому, да, приходится, в этом ничего необычного, как я отметил. Наши многие коллеги, представители команды, они регулярно уезжают. Члены семьи Рамзана Ача Кадырова уезжают, включая дочерей Рамзана Ача Кадырова. Всегда уезжают с гуманитарной акцией, с помощью в оснащении тех или иных социальных учреждений. Представители других разных направлений находятся периодически в зоне СВО. Это наша общая задача, выполнение этой задачи зависит не только от бойцов, наших братьев, которые, кстати, мужественно выполняют задачи. Эта работа в том числе зависит и от всего населения, от всей команды. Поэтому, да, с удовольствием уезжаем. Да, спокойно, правдиво и так просто. Смотрите, Ахмед, вы в шахматах, вы каких-то общественных советов. Вот последнее. Вы член общественного совета региональной программы Турпалхо Герои 95. Вот можно тут рассказать, что это за проект, что это за программа и насколько она важна сегодня? Во-первых, это федеральная программа «Время героев», инициированная президентом страны, верховным главнокомандующим. На уровне региона это является продолжением этой всероссийской программы, всероссийского проекта, можно сказать, в рамках которого мы пытаемся, все ведомства, органы исполнительной власти, мы создаем так или иначе социальные лифты для участников, для ветеранов СВО, обучаем их, выявляем из них людей с потенциалом по тем или иным направлениям, проверяем их, обучаем, как я отметил, на базе Чеченского государственного университета, с тем, чтобы они в перспективе заняли ключевые какие-то посты в команде Рамзана Ача Кадырова, в правительстве республики, в руководстве на различных уровнях, различными ведомствами. Здесь философия, смысл заключается в следующем. Кто, как участник СВО, будет понимать, чувствовать ответственность перед Родиной, ответственность в том плане, чтобы защищать национальные интересы. Это люди, которые, рискуя собственной жизнью, здоровьем, выполняют в сложнейших условиях боевые задачи, ведут бескомпромиссную борьбу с этими сатанистами различных мастей. Эти люди, они, как правило, пропитаны патриотичностью, как мы отметили, любовью к своим традициям, обычаям, религии. И, следовательно, из числа участников СВО и на федеральном уровне отбираются, подготавливаются и назначаются на различные руководящие должности, значит, бойцы, наши братья. Здесь на уровне региона точно так же, да, создан этот орган, который будет заниматься, уже занимается. Многие наши бойцы, участники СВО, они прошли регистрацию на специальных сайтах, они прошли тестирование, достаточно сложное, кстати говоря, и к нашему удивлению и удовольствию, ребята, бойцы, они прошли тестирование на высоком уровне, профессионально. То есть они умеют не только воевать, но и владеют различной информацией, навыками. И, соответственно, они сейчас будут проходить обучение в течение определенного отрезка времени. По итогам обучения они будут направлены к различным кураторам. То есть за каждым руководителем министерства, ведомства будет закреплен тот или иной участник, значит, нашего регионального проекта. Тоже он будет набираться опытом, лучше понимать акценты, аспекты работы. И вот по факту на выходе мы ожидаем получить профессионально подготовленных, патриотично настроенных молодых людей для дальнейшего руководства различными структурами. Я также знаю, что наше министерство выступает организатором разных мероприятий. Например, Всероссийский форум «Одна история, одна страна, одна единая нация». Какова цель и важность таких мероприятий? Кстати, мы проводим ежегодно различные форматы, различные мероприятия, в том числе в контексте налаживания межнациональных, межконфессиональных отношений. У нас есть опыт в республике, как мы всегда отмечаем, с начала 2000-х на протяжении последних более 20 лет. У нас ни единого инцидента на почве межнациональной розни. Это все благодаря главе республики, благодаря тому, что он настроил вот эту вот систему
работу всех ведомств таким образом, что мы можем предупреждать такие конфликтные инциденты, проводить профилактическую работу, разъяснительную работу. В этом плане мы уникальны. То есть нет никаких случаев, никакого напряжения между представителями конфессий, этносов. У нас проживают представители 88 национальностей, представители всех религий, православные, они проводят свои религиозные праздники. У нас строятся православные храмы, церкви, у нас строятся мечети и православные храмы единым комплексом. Тоже одна из уникальных черт нашей республики. В Грозном построен такой комплекс, когда в нескольких метрах от мечети построен православный храм. Сейчас строится в университете спецназа, тоже рядом церковь и мечеть. Это все отражает нам вот эту вот гармонию, стабильность межконфессиональную. Все священнослужители, они обеспечены заработной платой из регионального общественного фонда. Им всегда все органы исполнительной власти оказывают содействие в проведении своих каких-то религиозных праздников. То есть вот царит такая вот атмосфера межнациональной, межконфессиональной гармонии. И мы стараемся делиться этим, обмениваться опытом. В то же время это требует от нас большой работы, больших усилий, чтобы поддерживать, значит, вот эту вот обстановку, вот эту атмосферу. И в рамках вот этой вот задачи мы проводим различные форматы. Конференции, всероссийские, международные форумы. И, как вы отметили, в июне, во второй половине июня, скорее всего, это третья декада июня, мы планируем провести большой всероссийский форум с международным участием. Мы планируем пригласить в республику руководителей органов исполнительной власти в регионах, которые отвечают за межнациональную политику, и руководителей различных региональных учреждений, которые точно так же работают в данной сфере. Большое количество гостей будет. Руководители будут федеральных органов исполнительной власти, члены правительства российского. Кроме того, руководитель Федерального агентства по делам национальностей, руководитель Дома народов Анна Андреевна, Игорь Вячеславович, другие члены правительства Российской Федерации, и, как мы отметили, делегации международного уровня. Значит, данный форум, он преследует следующую цель. Мы нацелены на то, чтобы укрепить единство народов в Российской Федерации. Наша страна богата многонациональностью, сотни национальностей живут в мире и согласии. Укрепить это единство. Кроме того, данный форум позволит нам создать платформу для обмена опытом. Обмен опытом – это всегда залог эффективного развития. Обмен опытом, причем укрепление единства через традиционные ценности. То есть всегда везде под текстом будет у нас проходить традиционные ценности, духовно-нравственные ценности в Российской Федерации. В рамках данного форума будет выставка проекта «Свои», популярного в Российской Федерации, проекта, который рассказывает о героических подвигах наших дедов, участников Великой Отечественной войны, наряду с участниками сегодняшней специальной военной операции. Также планируется выставка проекта «17 ценностей России». Это соответствующий указ президента, который закрепляет духовно-нравственные традиционные ценности Российской Федерации. То есть различные выставки в рамках форума, но это различные секции, это главная пленарка, где будут участвовать, мы надеемся, и глава республики, и федеральное руководство. То есть такой масштабный проект, масштабные задачи. Есть опыт проведения таких масштабных мероприятий. В нашей республике они проходят регулярно, что, кстати говоря, и дает практику нашим медиа в плане освещения этих форматов, крупных мероприятий. У нас всегда проходят такие массовые, социально значимые политические мероприятия. И данный форум, он нам в очередной раз позволит продемонстрировать, чего мы достигли, показать наши успехи коллегам из субъектов, перенять опыт, как мы отметили, но и показать республику. Тут слова подобрать. Ну, не хочется мне вас перебивать, но не хочется. Вот приятно слушать. Вот вы почти на все мои вопросы, которые я обозначил, уже ответили. Это тоже факт. К сожалению, время нашего эфира заканчивается, и мои последние вопросы. Смотрите, Ахмед, в России, вы это знаете лучше меня, появились новые общественные движения, которые вызывают
различные мнения у нашего общества. Например, некоторые говорят, я не буду сейчас называть их имена, чтобы лишний раз не комментировать их, не давать им рекламу, что это националистические группировки в нашей стране. Другие считают, что это свидетельство формирования гражданского самосознания и поддержка власти. Вот каково ваше мнение? Мое мнение заключается в том, что это представители пятой колонны, так называемой. Да, мы наблюдаем, к большому сожалению, в последнее время, последние годы, мы наблюдаем, как некоторые приспешники, националисты, можно сказать, начали поднимать голову в Российской Федерации. Это не есть хорошо. Мы против их деятельности, мы за конструктивный диалог, мы против разжигания межнациональной розни, межконфессиональной розни. Мы призываем всегда соответствующие органы федеральные, чтобы они обращали внимание на деятельность вот этих националистических объединений, чтобы пресекали их деятельность. Мы видим, что западные страны, коллективный Запад, как принято называть, они пытаются разрушить нашу страну, расшатать государственный строй в Российской Федерации, деформировать вот этот мир, гармонию между этносами, между конфессиями, в силу того, что они не могут достичь вот этих своих задач на поле военных действий в рамках специальной военной операции. Они, как всегда, прибегают к своим уже излюбленным вот этим методам, когда пытаются изнутри подорвать вот этот мир, стабильность, спокойствие. Они всегда вели, где-то спонсировали, курировали, то есть создавали вот эти вот ячейки, которые призваны повышать градус напряжения среди населения. Да, мы с сожалением наблюдаем, мы ведем против них работу, в том числе в информационном пространстве. Всегда, как я отметил, указываем на них, призываем соответствующие органы обращать на них внимание. Конечно, это не полезно. Это сегодня не отвечает нашим национальным интересам. Но, как в любой стране, да, спецслужбы различных зарубежных стран, они всегда проводят такую деструктивную деятельность. Это не то, чтобы что-то для нас экстраординарное. Всегда были такие попытки, как мы отметили в начале, манипуляции, попытки вводить людей в заблуждение, создавать вот такие вот очаги напряжения. Но, значит, это очередная, можно сказать, задача, угроза, которая вот возникла в последнее время. Нет никаких сомнений, что мы справимся с этой задачей. Вот большой разговор получился, Ахмед, большое интервью. Я очень надеюсь, что режиссер останется доволен и не будет нас критиковать. И последние два моих вопроса. Смотрите, Чеченская Республика демонстрирует пример толерантности и сохранения моральных и духовных ценностей. Наш опыт, это тоже факт, становится примером для других регионов нашей страны. Вот насколько он актуален в свете трагических событий, происходящих на Западе и на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Да, этот опыт, он актуален, поскольку мы наблюдаем эти тенденции в западной части мира, в той же, как вы отметили, Украине, когда людей их отрывают от своей национальной идентичности, от традиций, от обычаев, людей отдаляют от своих религий, от традиционных ценностей, абсолютно аморальные различные тенденции, они искусственно распространяются в этой части мира. Кроме того, не думаю, что есть сейчас смысл детализировать. Это идеология нетрадиционной ориентации, это включает все, что там происходит. Мы всегда рассказываем, это манипуляции по смене пола детей с 3-летнего возраста, с 5-летнего возраста на уровне законодательства закреплено это право без ведома родителей. Это оскорбление религиозных чувств, это карикатуры, это акции по сожжению священных писаний и так далее, и так далее. Абсолютно аморальные вещи происходят в современном мире. И здесь надо отметить, подчеркнуть, что да, наша страна, мы гордимся этим, наша страна сегодня стала оплотом традиций, обычаев, традиционных, духовно-нравственных ценностей.
Президент закрепляет своими указами вот эти ценности в Российской Федерации. Всегда подчеркивает, что у нас никогда не будет таких понятий, как родитель номер один, родитель номер два. Брак – это только союз между мужчиной и женщиной. Законодательно запрещается оскорблять религиозные чувства, священные писания и так далее, и так далее. Это все нам позволяет свободно чувствовать себя комфортно, можно сказать, в этой стране, чувствовать себя прекрасно в этой стране, где религия, традиции, обычаи, они всегда поставлены во главе угла. И, соответственно, в разрезе нашей республики этим направлением уделяется ключевое внимание. Мы знаем про концепцию духовно-нравственного воспитания. Кстати говоря, за 13 лет реализации этого документа в республике проведено более 400 тысяч мероприятий. Тоже этот проект не имеет аналогов. В работу, в реализацию этого документа, этой концепции вовлечены все ведомства, духовенство, общественность. То есть уделяется большое внимание. Мы знаем Рамзана Ахматовича Кадырова, какое он внимание уделяет традициям, религии, когда строятся сотни мечетей, медресе, когда в школах первым в Российской Федерации Рамзаном Ахматовичем была введена такая должность зауч по духовно-нравственному воспитанию. Где-то около, не знаю, 10 лет назад, может быть, или 7-8 лет, я могу ошибаться, но вот только вот в последние годы в Российской Федерации тоже начали говорить об этом проекте, что необходимо в школах вводить такую должность. И этот опыт, который у нас имеет, он приковывает внимание, привлекает, значит, наших коллег из других субъектов, они всегда пытаются перенимать опыт. Это все заслуга пути Ахмата Хаджи Кадырова, который еще в 2000-м закладывал этот фундамент, базу для того, чтобы мы могли развиваться в этом направлении. И последний вопрос. В начале года с вами встретился глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, и выразил вам и средствам массовой информации благодарность за отличную работу. Это дорогого стоит. А что еще обсуждали на данной встрече? Вот можно раскрыть секрет? Значит, любая встреча с Рамзаном Ахматовичем – это большая ответственность. Всегда. Это волнение. Поскольку человек, как мы отметили, он владеет ситуацией в каждой сфере, он в курсе всех событий, всех успехов, всех промахов, так или иначе в курсе информации, поэтому большая ответственность встречи с главой республики в том плане, что он может спросить, значит, о таких аспектах деятельности, в данном случае нашего министерства, о разных аспектах, скажем так, и приходится быть готовым к любым вопросам. И такая оценка Рамзана Ахматовича Кадырова – это оценка деятельности всего журналистского сообщества, это оценка той работы, которую они выполняют в плане информационного иммунитета, скажем так, защиты населения от вредной информации. Когда на протяжении многих лет, как мы отметили, мы не даем распространять дезинформацию, мы реагируем моментально, мониторим, у нас налажен такой мониторинг, которому я всегда общаюсь с коллегами, я уверен, нет аналогов в России. Мы мониторим детально все информационные ресурсы, реагируем по факту возникновения какой-то информации. Это нам позволяет избежать каких-то манипуляций, избежать распространения лжи и клеветы. Это вот оценка работы наших коллег в Чеченской Республике. Более 1 миллиона активных интернет-пользователей. Более 1 миллиона человек. В среднем каждый из них проводит в интернет-пространстве более 4 часов, 4,5 часа, если я не ошибаюсь, анализ показывает. То есть это практически, если исключить малолетних детей или пожилых людей, стариков, это практически все население находится в интернет-пространстве по 4-5 часов каждый день, где, как мы отметили, имеются вот эти вот информационные потоки. Дезинформация, трехэтажная ложь, как мы всегда говорим, в больших объемах, источники различные. И вот в этой среде нам приходится людям транслировать правду, причем транслировать в такой форме, чтобы это было интересно смотреть,
употреблять эту информацию, скажем так, сохранять вот эту востребованность нашего контента, телевизионного контента, который в последующем и вытекает, значит, во все эти интернет-платформы. Это большая работа, и Рамзан Амач Кадыров поблагодарил всех информационщиков за качественное выполнение. Это для нас, мы считаем, мы воспринимаем, скажем так, эту оценку авансом. Да, есть у нас недоработки, да, есть у нас различные участки работы, где нам необходимо выравнивать, выводить на новый уровень. Тем не менее, это говорит о таком уважительном, доверительном отношении главы республики к журналистскому сообществу. Это накладывает на нас еще большую ответственность, чтобы мы старались еще лучше. Как мы отметили, необходимо повышать уровень квалификации. Кстати, коллеги занимаются этим активно, всегда участвуют во всероссийских различных мероприятиях, конкурсах. Материалы наших коллег, региональных журналистов, они выигрывают во многих конкурсах регулярно. Выезжаем, приглашаем различных экспертов, то есть происходит повышение квалификации. И вот такая оценка, она нам дорога, скажем так. Но это оценка работы всех наших коллег, за что мы их тоже благодарим. Спасибо. Ахмед, наша программа, наш разговор выходит в преддверии великого дня, 9 мая, в день Великой Победы нашей страны над немецко-фашистской Германией. 80 лет Победы. Ваши поздравления. Спасибо за эту площадку, чтобы мы могли поздравить с этой исторической датой всех жителей нашей республики, в первую очередь Рамзана Амача Кадырова. Как вы отметили, год объявлен годом защитника Отечества. Большое внимание уделяется исторической памяти, историческому наследию, и в частности на уровне региона. Рамзаном Амачем был объявлен год истории, как мы знаем. Проводится большое количество мероприятий, такие как «Диктант Победы», недавно проходил, другие акции. И здесь я бы хотел чуть разъяснить для наших уважаемых телезрителей, в какой связи, в связи с какими задачами, если правильно сказать, обращается такое внимание на историю, на изучение, на популяризацию истории. Наши недоброжелатели, они прилагают большие усилия для того, чтобы переписать историю, для того, чтобы подменивать какие-то исторические факты, для того, чтобы, если сказать прямо, отнять у нас историческую победу в Великой Отечественной войне. Мы всегда рассказываем, я рассказываю и молодежи, когда я встречаюсь с студентом, вот недавно рассказывал, на Западе учреждаются такие дни, такие праздники или дни, да, памяти жертвам нацизма и сталинизма. Учреждаются различные другие даты, которые под текстом нацелены на то, чтобы исказить историю, приравнять нашу страну к нацистской Германии того периода, объявить нас инициаторами, виновниками Второй мировой войны. Здесь всегда трактуется по-разному вот этот пакт популярный Молотова-Риббентропа. Да. Эти различные аспекты истории, они пытаются реконструировать, можно сказать, деформировать, то есть отнять у нас нашу историческую победу. Поскольку на поведение человека, соответственно, семьи, соответственно, общества, населения влияет историческая память. Наша страна, она имеет историю различных побед и главную роль в исторической победе над фашистами. Конечно, это отражается, это проецируется на наши сегодняшние действия. Любой человек, который осознает, что его предки, они совершали героические поступки, они отдавали свои жизни, десятки миллионов людей, они защищали свою родину, били нацистов на всех фронтах, были достойными людьми. Это все влияет на формирование, на характер человека сегодня. И с обратной стороны, если внушить людям, что наша страна, наоборот, была виновником во Второй мировой войне,
наши предки не совершали никаких героических, достойных поступков, это уже влияет с негативной стороны. А различные информационные технологии, приемы сегодняшние, они позволяют таким образом реконструировать, искажать историю. Это мы уже можем видеть на примере той же Японии, которая подвергалась, как мы знаем, удару ядерным оружием. Но сегодняшние школьники, студенты, они не совсем знают, что их страну бомбили ядерным оружием. Они не в курсе этих исторических событий. То есть здесь умышленно исключалось из образовательных программ, из печатной продукции эти события исключались, по-новому переписывалась история. То есть эти инструменты, эти приемы, они действенны, они эффективны. И это нас вынуждает как раз-таки обращать больше внимания на популяризацию истории, на изучение истории. Соответственно, год защитника Отечества, соответственно, 80-летие Великой Отечественной войны мы должны помнить, мы должны знать, изучать. И вот с этим историческим праздником я поздравляю в первую очередь главу республики и всех наших телезрителей. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо за ваши слова поздравления. Спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам и с праздником. Поздравляю с новой студией. Спасибо. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И кавалер ордена Кадырова, помощник главы Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Вот такое большое интервью получилось сегодня. И очень актуальное. Отражение, друзья. И самое главное, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.